обязательство принимать соответствующие меры. Это первое. Второе, значит, исходя из того, что документов, которые представлены в судебном разбирательстве и находятся в открытом доступе, сегодня не Виктория Федорова судится с городской администрацией. Судится паевой фонд «Арктик Капитал», это москвичи. Их находится под управлением Русского инвестиционного дома. То есть и на суд приезжают в Читу москвичи, и, значит, полностью интересы представляют москвичи. По сути дела, сейчас городская администрация судится не с Федоровыми, а с московской организацией. И участие Владимира Федорова здесь только политизировано. Вот сейчас хозяйственный спор двух субъектов, окружной администрации и Арктик Капитал, московская организация под управлением Русского инвестиционного фонда, вот это и есть хозяйственный спор. И есть политический там окрас, который ему придает Владимир Федоров. Вот это второй факт. Первый факт, к которому я вернулся. Был договор аренды, по которому были нарушены существенные условия. По договору аренды, который несет сторона, сдача в субаренду, значит, нецелевым образом не предусмотрена. И если мы, как мэрия, как публичная власть, увидели, что идет нарушение закона, у нас нет никаких других возможностей, как принять меры по недопущению этого расторжения. То есть это императивная норма закона. Это обязательно должно быть сделано. И мы не могли сделать по-другому. Вот мы расторгли договор, а потом еще в суде выясняется, что, значит, часть здания само, соответственно, земля, были внесены в пай, проданы паевому фонду «Арктик Капитал», при этом арендодатель, окружная администрация не были уведомлены. Вот и все. То есть спор двух хозяйственных субъекта московского под управлением другого инвестиционного фонда «Русский инвестиционный дом» с окружной администрацией, где нету Федорова. То есть политизировать просто вопрос не надо, а вопрос хозяйствующего субъекта спора ввиду нарушения договора аренды. Вот и все. Судебная тяжба продолжается. Земля пока де юра закреплена за второй школой. Там больше 10 лет участок стоял, ничего там не строилось. Я, как глава города, вижу, с какой сегодня мы сталкиваемся с перегруженностью в школах. У нас 53 тысячи школьников, проектная мощность школ меньше 25 тысяч. В первых классах там по 42, по 45 детей. В центральной части города, где можно было, вот мы начали пристрой к 26-й школе в этом году. Дальше в центре, если не на этом участке, то строить больше негде. Поэтому в моем понимании нам там должна быть школа. Другой вопрос, если это московская организация, обратиться к окружной администрации с рассмотрением там какого-то мирового соглашения, если такое, значит, предусмотреть где-то какие-то варианты другого земельного участка в рамках мирового соглашения, другой вопрос. Но, по-моему, это не надо. По-моему, нужно раздувать политический скандал. Вот и все. Спасибо.